Коми прошли торжественные акции памяти ко Дню Героев Отечества. По всей стране чествуют воинов, удостоенных званий Героя Советского Союза и России, орденов Славы и Святого Георгия. В этот день мы еще раз отдаем дань уважения всем, кто отстаивал честь Родины на поле боя и кто сейчас выполняет свой воинский долг в специальной военной операции по освобождению от нацистской угрозы. С места событий репортаж Ольги Коняевой. Минута молчания, торжественные залпы и красные гвоздики – символ памяти и победы. Победа, которая нашей стране порой достается ценой подвига и жизни наших земляков, отважных героев. Для нас герои – это не только ребята, которые награждены золотой звездой. Для нас герои все, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции. Те, кто награжден орденом Мужества, иными медалями и наградами. Для нас герои и те, кто принимал участие в афганской войне, войне на территории Чеченской Республики. В этот день православные чтят память святого великомученика Георгия Победоносца. И не случайно в России 9 декабря – День Героев Отечества. В этот день в далеком 1769 году Екатерина II учредила орден Георгия Победоносца за особую смелость, мужество и отвагу. Коми-земля вообще полна героями, славится героями. И много георгиевских кавалеров. Вы знаете, на Варяге командором был уроженец Республики Коми, нашей Коми-земли. Очень много героев Советского Союза. Память даже наших дедов, прадедов, которые завоевали благо для нашей Родины. Это чтим мы сейчас, проходит военная операция на Украине, чтим память тех, кто погиб, тех, кто героями стали. Наши земляки удостоены высших наград. 38 героев Советского Союза, 9 героев Российской Федерации. Александр Алексеев, Илья Скрипников, Виталий Бугаев, Александр Пузиновский, Игорь Маденов. Герои локальных конфликтов. Подвигу есть место и в наше время. Это ценой жизни доказали участники специальной военной операции. Иван Поздеев, Александр Власенков, Игорь Шипицын, Владимир Носов. В сражении он помог другой гвардии и ценой своей жизни спас их из окружения. Они защищали своих товарищей, отстаивали честь своей родины. Все на благо страны. Участники специальной военной операции в этот день, да и в другие, встречаются со школьниками. Доброволец Эмиль Ваеровский долго был в госпитале после тяжелого ранения. На боевом задании в их машину прилетел танковый снаряд. Не все выжили. Стрелок-санитар пока на отдыхе, но снова рвется в бой. Необходимость помочь людям. Как медик, я в первую очередь стремлюсь, конечно, помогать людям. Именно по их здоровью, именно оказывать помощь там, на месте. Там она, мне кажется, больше всего нужна, и поэтому я туда стремлюсь. Всегда с верным товарищем. Это про добровольца Андрея Мухина. Его знаменитый пес Сармат не раз спасал хозяина и других бойцов, но сам подорвался на растяжке. Сегодня Андрей воспитывает смену Сармату, а заодно и молодое поколение. У детей это все вызывает интерес. Они подходят, одевают бронежилет, каску. Они уже знают, в каких условиях наши бойцы вот это все носят. Показываем даже свой бронежилет, на котором, когда был обстрел, я одевал его на Сармата. И когда я снял, на пластинах были дырочки от осколков. И когда дети это все видят, у них уже совсем другой интерес. И малышня, 3-4 класс, лес рук, куча вопросов. Смелость, честь, самоотверженность – лучшее дает семья. Дань уважения и особое внимание в Коми и родным погибших героев, и тех, кто с честью продолжает служить Отечеству. Кто прошел эти горячие точки, участвовал в боевых действиях, они все герои. Все ребята, которые были в локальных войнах, они герои все. Некоторые не возвращаются. Это горе, конечно, для родителей, но они исполнили свой долг перед Отечеством, перед родителями своими, перед своей страной. Они молодцы, мы гордимся ими и всегда рады видеть этих родителей, которые потеряли своих детей в нашем Совете семей погибших. Сегодня во всей республике торжественные акции, открытие памятных досок, уроки мужества, благотворительные концерты, вахты памяти. Никто не забыт, но чтобы помнить, надо знать. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган.